Друзья, сегодня у нас 1 августа. Я вас приветствую на берегу Каспийского моря, где-то между Махачкалой и Каспийском, на фестивале парусных катамаранов «Каспий». Это такое единение людей, которые любят природу, любят путешествия, любят туризм, любят море. Вот у нас базовый лагерь. Здесь большое количество, порядка 18 городов приехало со всей России. Но сегодня у нас культурная программа, мы едем на Лунь. Это очень интересное техническое сооружение советских времен. Экранолет. Экранолет, вот, да. Я видел фотографии, картинки, но вживую никогда. Я даже не думал, что он находится здесь. Ну, еще будет крепость, в общем, должно быть интересно. 8 утра, мы в 6, обычно в 5-6 все просыпаются. И сегодня будет очень активный день у нас, я надеюсь. Загружаемся. Нет, здесь правильно, 49 мест. А 50 это вот, все правильно. Открытый вид и очень здорово для съемки. Самое то. Доброе утро, уважаемые друзья. Я надеюсь, что меня всем нормально слышно. Меня зовут Абу Супиян, можно ко мне обращаться Абу коротко. Я буду вашим сегодняшним гидом, экскурсоводом. Путь наш сегодня лежит в город Дербент, один из древнейших городов на территории нашей страны, который, в принципе, претендует на звание самого древнего города в нашей республике. Дагестан — это, в принципе, название историко-географическое. На протяжении своей истории Дагестан не существовал как какое-то единое государственное образование с четко обозначенными границами. Народностей в нашей республике порядка около 30. Опа, пойдем попахнет тебе. По дороге, конечно же, можно купить различную сувенирную продукцию и национальную. Меотурбич. Вот он, гений советской инженерной мысли, экраноплан Лунь. Легенда российской, советской инженерной мысли экраноплан. Вот это вот военный экраноплан. Он был создан выдающимся советским конструктором Алексеем, который сконструировал сначала суда на подводных крыльях, а потом занялся экранопланами. Они должны были еще летать еще быстрее. И вот этот вот монстр, он сделал переполох определенный в свое время, потому что как судно, оно развивало скорость 500 км в час и моталось здесь по Каспийскому морю во время испытаний. Но по разным причинам проект был закрыт. И сегодня вот сюда приезжают толпы туристов. Я уже второй раз возле него и был инициатором того, чтобы мы посетили это место. Я считаю, что это просто потрясающий вот, так сказать, выхлоп инженерной мысли, который был. Надо подойти к нему вплотную, чтобы увидеть его грандиозность. Как вся эта вот железяка с полным боекомплектом летала на высоте 2-3 метра над уровнем моря, вот, со скоростью 500 км в час. Это потрясающе. Никто больше такого экраноплана так и не создал. Еще небольшая историческая справка. Строительство экраноплана началось в 1983 году и закончилось в 1986. И дальше он базировался на базе военно-морского флота в Каспийске. Но после было принято решение, ну там что-то не получилось в итоге запустить его в строительство следующее, потому что планировалось около 6 или 8 экранопланов, но в итоге построили только один. И после этого строительство прекратилось, работы прекратились. И вот в дальнейшем было принято решение отбуксировать его сюда, в Дербент, с базы военной.
военно-морской в Каспийске. Для того, чтобы он стал экспонатом, вот перед вами, видите, строится парк. Парк будет называться «Патриот». Здесь вот пока еще только все это строительная площадка, но я думаю, что в дальнейшем это будет очень замечательное, красивое место, куда будут приезжать не только местные жители, но и многие туристы. Будет зона просто притяжения в Дагестане. Это очень здорово, что у нас в России сейчас развивается. Я когда с Питера до Якутска ехал, по многим регионам везде были построены просто территории, которые еще буквально несколько лет назад были заброшены. Там стоят просто замечательные парки. Здесь будет то же самое. И вот луноход, говорю, экраноплан Лунь. Я думаю, это будет сердцем этого парка. Ну, и обязательно надо приехать еще посмотреть, как в итоге тут все получится. Ну как, Кирилл, съемка удалась? Мы с тобой операторы последние, надо догонять. А, да? Да, уже все пошли. Мы уже даже опаздываем. Вот. Хорошо иметь напарника, который параллельно еще снимет те кадры, которые ты не успеваешь снять. Ты, кстати, никогда в сюжеты не попадал, да? Можно я тебя оставлю в своих сюжетах? Пожалуйста, А то оператор — это такой человек, часто, который находится за кадром. Кирилл делает замечательные фильмы, вот, в принципе, для компании «Кулик». Уже много, в разные экспедиции он ездил с ними. Уже сколько тут? Ну, там, с 20-го года. с 20-го года, представьте, каждое лето их по несколько фестивалей. И вот снимает, но он снимает своим очень интересным стилем. Он умудряется построить историю из визуального ряда. То есть я вот, например, болтаю, что-то пытаюсь объяснить разговорами, речью, а он вот, строит картинку. Это уже настоящий кинематограф. На самом деле, мне очень понравились его работы. Так что, Кирилл, красавчик. Да, приезжайте на фестиваль, смотрите на них ролики. Тут вообще классно. Паруса, море. Все ролики, которые вы увидите, это вот его, Кирилла, съемка, монтаж. Ну, почти все. Большинство. Да? Большинство, ладно. Все, возвращаемся. Время уже поджимает, мы уже даже опаздываем чуть-чуть. На таком большом автобусе можно передвигаться даже по таким маленьким улочкам. Пешком немножко прогуляемся. Как раз хорошо. Пройтись по Дербенту, по улочкам. Оккупировали столовую, организованной толпой. В принципе, здесь все вкусно. Вот тоже набрали всякого национальных блюд. И с таким шикарным видом скушаем и едем дальше в крепость. Находимся, вы не поверите, на улице Ленина. Здесь много улиц, и вот оказалась одна из них сейчас. Это Владимира Ленина. И здесь вот чисто торговые зоны, получается. Ряды, палатки. Идет сплошная торговля такая, как на рынках. И в торговых центрах внутри тоже там. Вот. Здесь на улице везде. Движение, конечно, здесь плотное. Можно растеряться, впервые попавшись сюда на машине. Вот полиция, там ДПС, они сейчас по громкосвязи просили там машину убрать с перекрестка. То есть так здесь интересно. Взяли такси, поехали на такси. На крепость? Да. Хитрые. Передаваем привет. Привет тем, кто едет на такси к крепости. Вы лучшие. Но вы многое потеряли. Задыхаемся, но идем. Да, здесь возвышение такое приличное. Он так ловко заскочил сейчас на дерево. Давай. Он сейчас прыгнет дальше. Кого снимать нужно? Памятник Мирза Мухаммеду Таги Гумри. Дербентский поэт и писатель. 1819-1891 год. Играем? Все, один раз. Зачем мне тыкать? Да, красиво. Дербент как на ладони. 16:00, друзья. Здесь, если Вот кто- здесь контрольное время. Мы с вами находимся на территории цитадели Нарын-Кала. Гюльшан меня зовут.
Нарын изящная, нарын величественная, нарын солнечная. Я постараюсь максимально вас в этом убедить. Здание двухэтажное над воротами, это ханская канцелярия, 18 век. Тут располагается административная комната. На втором этаже приемная хана. А вот на первом этаже еще во время правления Фатали-хана Рубинского располагалась диван-хана. Диван это суд, хана помещение, чай-хана помещение, где чай распивают, той-хана помещение, где свадьбы играют, а диван-хана помещение, где проходит суд. И последнее было самым жестоким методом наказания. Если кто-то туда отправлялся, то назад пути не было. Сейчас функции этого сооружения кардинально поменялись. Это колодец желаний. Люди приходят, желания загадывают и деньги активно в тюрьму закидывать. После экскурсии на выходе, если захотите, сможете проверить. Ну мало ли, вдруг сработает. Во-первых, у нас уникальное географическое расположение. Море какое? Каспийское. Горы какие? Кавказские. Расстояние всего 4 километра. Денис Еварист. Макет города, который воссоздает Здесь подземная тюрьма, самое жуткое место. Людей сюда аккуратно опускали вниз, чтобы они нигде не ушиблись. И дальше просто накрывали камнем. И все. Человек там так и оставался. Причем других оттуда не поднимали, предыдущих. Жуткое место. Хотели вы жить в таком месте? Вот, например, домик. Огород свой.